Татары разбросаны по всему земному шару. Почти в каждом уголке земли можно услышать родную речь, по которой ты так безумно скучал за 1000 километров от дома. Около 8 миллионов абсолютно разных, не похожих друг на друга людей, но с одной общей историей. Современные проблемы глобализации, ассимиляции и интеграции выводят на первый план вопрос национальной идентичности татарского народа. В наше непростое время от каждого татара зависит сохранение и развитие родного языка, традиций и культуры. Безусловно, несмотря ни на какие новые вызовы, татарский народ не допустит потери своего родного языка, потому как тысячелетняя история народа говорит о том, что у татар есть свой внутренний стержень. По данным переписи населения, на момент 2010 года в России проживало чуть более 5 миллионов 300 тысяч татар. Среди них крешоны, сибирские татары, мишары, астраханские татары и другие этноконфессиональные группы. Мы можем относить себя к любой группе, по какой-то причине не говорить на родном татарском языке, либо быть татарской крови лишь по мужской линии, но мы все равно относимся с вами к одной культуре, и в каждом конкретном человеке течет культурно-генетический код нации. В октябре 2020 года состоится новая перепись населения, и в этот значимый момент важно каждому человеку указать свою национальную идентичность. Вы можете быть православным татарином или быть полностью ассимилированным жителем крупного мегаполиса, но вы – человек татарской национальности. В руках каждого из нас судьба сохранения татарских традиций, языка и культуры, и нам не должно быть все равно на нашу великую историю. Почему это важно? В России перепись населения – единственный достоверный источник информации о численности, национальном составе, владении языками и уровне образования граждан. Эти данные не учитываются ни в одном ведомстве. Например, графу «национальность» давно убрали из паспортов. Точно так же число браков и разводов никак не показывает семейную структуру, сколько людей реально состоит в браке и сколько разведенных. Для татар это событие важно еще тем, чтобы максимально избежать ситуаций прошлых переписей, когда татар массово записывали другими национальностями. Где бы вы ни находились, в каком бы населенном пункте ни жили, очень важно ответственно подойти к этому делу, и мы с вами обязательно сможем это сделать. Давайте посмотрим сегодня на Татарстан. Он достиг огромных успехов, стал одним из лидирующих регионов России в области экономики и науки. Перестроились города и деревни. Какой красивой стала столица Казань. И все это доказывает, какой талантливый и трудолюбивый народ Татарстана. Татары по всей России занимают высокие посты, руководят министерствами, выигрывают Олимпийские игры. Это говорит о том, что каждый татарин по своей природе настоящий лидер. Мы с вами должны держаться вместе и объединяться, помогать друг другу и заниматься только добрыми делами. Хотим призвать вас в октябре 2020 года во время переписи населения указать себя в графе «национальность» татарином, не разделяя себя по этноконфессиональному признаку. Мы можем с вами быть более сплоченными, и мы обязательно это докажем. Мы – штаб татарской молодежи, мы – татары.